Так, ребята, давайте сразу договоримся, значит, не перебивая друг друга, каждый по вопросу. Аслан Масхадов, 1951 года рождения, приехал в республику в 1993 году. Последняя должность, на которой был в советской, российской армии, командир полка, последняя должность, начальник артиллерии дивизии. С 1993 года по возвращению на родину назначен первым чеченским президентом Джохаром Дудаевым начальником штаба вооруженных сил Чеченской Республики. В этой должности вступил в оборонные мероприятия, в должности генерала бригадного закончил, будем считать, что закончил войну. Так, кто первый? С кого начнем? Давайте с вас. Голландская газета «Volkskrant». Аслан Бек, я хотел бы узнать, почему вы здесь, и, как я понимаю, вы сейчас не очень занимаетесь предвыборной кампанией? У вас митингов нет? Я митинги проводил во время войны. И, по-моему, вполне понятно, что я хотел, что я желал, к чему я стремился. Стоит взять любую кассету, любое мое выступление во время войны, в начале войны, в ходе войны, там все написано. Вот. Все, что я хотел сказать. Поэтому особо я не ставил перед собой цель проводить какую-то предвыборную кампанию. Я думаю, эта война открыла лицо всем, кто есть. Люди знают, как им поступить, кто что стоит, выбор за ним. Поэтому я не думаю, что есть такая необходимость разъезжать по населенным пунктам, по селам, проводить там митинги или агитировать людей. Но я слышал, что были угрозы, это не связано с этим. Никаких угроз не было. Я думаю, что мне и моим соратникам, которые прошли через всю эту войну, что-то угрожать или это бесполезно. Нас защищает Аллах. В ходе этой войны, значит, практически 5 раз я попадал в такие ситуации, где должен был 100% погибнуть. Поэтому это не главное, это просто действительно сегодня я здесь встречаю людей, которые ко мне приезжают, просто с ними говорю, особо разъезжать, проводить предвыборную кампанию необходимости не вижу. Французский газета «Libération», Дидье Франсуа. Почему вы не могли согласиться за один кандидат? Потому что каждый кандидат хотел, что должен быть именно он, и больше никто. Я предложил, я даже, я вам скажу правду, я хотел, чтобы был один кандидат. Мы так и думали, что в конце войны, когда мы начали говорить о выборах, мы так и думали, что воюющая сторона, у нас будет один кандидат, одна команда, одна программа. Вот. Ну, когда мы последний раз на Госкомитете обороны собрались, значит, наш лидер Кендербиев заявил, что им должен быть он и больше никто. А мы должны там разделить между собой должности и на этом согласиться.
Соответственно, я и мои товарищи, да и те же другие оппоненты с этим не согласились, предложили другой вариант. Например, провести социологический опрос среди военных, среди бойцов вооруженных сил, среди населения, вот, послушать, что скажут люди, и выбор, который сделает народ и бойцы вооруженных сил, вот именно этого кандидата выберут единым кандидатом от воюющей стороны. Опять с этим не согласились, поэтому, собственно говоря, мы не договорились. Я думаю, что в этом ничего страшного нет. Главное честно пойти на выборы, а выбор сделает народ. Вы не боитесь, что разницы, когда будет на кампании, они растут за большие разницы между вами? Ну, извините, вы знаете на русский очень плохо. Что, раскол, что ли? Да, что, да, что разницы между вам, Басаев, Яндербиев, но растут, потому что когда кампании, ну, там люди говорят, и все. Видите ли, предвыборная кампания есть предвыборная кампания. Да. Каждому хочется представить, что вот его программа лучше, он делает больше, в этом ничего страшного нет. Я, например, своей агитации или там предвыборной кампании больше стараюсь не говорить вообще о моих оппонентах, вообще не говорить. А преподнести людям то, что я смогу сделать, потому что считаю недостойным говорить о недостатках других людей. Поэтому я думаю, что ничего страшного тоже в этом нет. Каждый считает, что вот именно нужно раскрыть второго, его недостатки, а потом он будет более выглядеть выше. А мне кажется, что наоборот. Если я буду говорить плохо о своем оппоненте, наоборот, я делаю для себя же хуже. Агентство Франц. Понятно, что вы не хотели плохо другие кандидатов, но по программе можете нам объяснить на ваших глазах разницы, самые главные разницы между вам и другими кандидатами по программе, я имею в виду? Я думаю, что у каждого, конечно, есть своя программа, свое видение. Значит, программа будет опубликована в ближайшее время. Программа есть. Но мы, когда последний раз встречались, 5 оппонентов, я, Зелимкан Яндербиев, Басаев Шамиль, Мулади Удугов и Закаев Ахмед тоже друг другу задали вопрос. А вот именно почему, вот, например, Масхадов или другой считает, что он там лучше что-то сделает. И каждый ответил на этот вопрос. Я сказал, вот, главное, вижу, что я смогу лучше сделать, это объединить народ, не допустить раскол. Единство народа. Вижу в этом главное. И второе, значит, я как человек, который прошел всю эту войну, значит, видел каждого бойца, каждого командира, значит, делил с ним кусок хлеба, спал с ними в окопах. Значит, я думаю, что ихние проблемы я смогу лучше решить, потому что знаю душу каждого и с ним все это пережил. Вот. Поэтому другой, например, считает, что именно в международном плане там больше там дипломатии и так далее. А третий там считает, что вот он и больше никто, и все будет нормально. Вот. Поэтому вот такие вопросы. И насчет независимости. Есть разница между кандидатами или вообще? Значит, насчет независимости у нас вообще нет никаких проблем ни у кого. Почему? Потому что в 1991 году мы определились, что Чечня независимое государство.
суверенное независимое государство. Вот. 4 года нас мучили, терзали, называли нас бандитами, террористами, там, устраивали всякие блокады, натравливали друг против друга, значит, именно из-за этого, чтобы мы не были независимы. И, по-моему, как бы там ни говорили, что это война мафиозная и так далее, нефтепровод, значит, война началась из-за этого. Из-за этого. Поэтому сегодня, значит, каждый из кандидатов знает, что мы речь вели до сих пор и будем вести не о статусе, а о взаимоотношениях между Российской Федерацией и Чеченской Республикой. О советских договоренностях русским языком там все написано, что в течение 5 лет, до 2001 года, будут определены взаимоотношения между Российской Федерацией и Чеченской Республикой на принципах международного права. Поэтому мы сегодня однозначно говорим, и будем говорить, и будем настаивать, что больше Россия не должна иметь права наводить здесь конституционный порядок. Наш народ чеченский должен иметь международные гарантии своей безопасности. Чечня должна быть субъектом международного права. Вот из этого мы будем исходить. Какие гарантии вы можете брать из международной коммуникации? Гарантии? Да. Гарантии? Да, какой тип гарантии? Ну, я говорю вам, что, например, сегодня, вернее, вот эти 2 года войны, значит, ко мне обращались много корреспондентов, политиков с разных стран. Значит, они действительно все считали, что вот это внутренняя проблема России. Вот там неделю, месяц, вот они там добьют этих бандитов, и все закончится. Вот. И Россия неделимая, там территориальная целостность, вот там нехороший народ, чеченцы, вот, и так далее. Вот. И ждали неделю, месяц, когда нас добьют. И весь мир на это закрыл глаза. Потому что считал, что даже в принципах устав ОБСЕ, и то мы много раз обращались, и Мессереш, и Гульдеману, значит, ну как это так вот, идет война, убивает людей, ни в чем не повинных, разрушает, с лица земли стирает населенные пункты, как вот ОБСЕ на это смотрит. А у них первым пунктом написано, что они перед собой, эти государства, значит, взяли обязательство, значит, когда вопрос касается территориальной целостности, то тут уже они ничего не могут. Вот все, территориальная целостность и все. Я говорю, людей убивай. При чем тут территориальная целостность? Там у вас не написано, что права человека и так далее и тому подобное. То есть в первую очередь смотрели в этот пункт. Поэтому мы знаем, что пока мы не добьемся, что Чечня будет субъектом международного права, вот, значит, вот этот вариант этой войны или там высылки, значит, повторится через лет 50, как это бывало, снова. Будет то же самое. Так, Дагестан, дагестанское телевидение. Дагестанское телевидение, Алик Абдулгамедов. Я очень рассчитываю чуть больше времени, пару вопросов. Да, мы потом отдельно поговорим. Да, можно и отдельно. Ну, хорошо. Ну тогда один вопрос конкретный. Практически все кандидаты говорят о строительстве исламского государства. Мавлад Жульдугов даже говорит об исламском порядке. Вот когда вы говорите о строительстве исламского государства, какую модель подразумеваете? Это Иран, Пакистан или Саудовская Аравия? Значит, мы подразумеваем чеченское исламское государство. Никакие другие варианты, там где-то что-то брать, мы не собираемся. Есть закон Аллаха, Коран, там все написано. Потому что мы, мусульмане, всю жизнь жили, выросли, значит, живем по законам Аллаха. И собираемся жить. И никто нас с этой из пути не соберет.
меня вопрос ВИД. для компании ВИД. Скоро выборы уже. Все, думаю, пройдет благополучно. Как бы они ни закончились. Чего вы больше всего опасаетесь потом? Значит, потом я ничего не опасаюсь. Потом все будет нормально. Главное, чтобы эти выборы состоялись. Вот. Я больше всего боюсь, что политика, российское руководство, российских политиков, очередные выступления Примакова по телевизору, приезд Степашина, даже заявление Ковалева и так далее. Значит, есть такие опасения. Значит, сегодня обязательно определенным кругам России нужно сделать так, или оттянуть эти выборы, если в этом видят невыгодный вариант для себя, или же в крайнем случае признать, что выборы были не демократические, не свободные там, и так далее. Вот. Например, вот недавно в Гюлегае мы встречались с атаманами казачеств. Опять вояж по Ставропольскому краю, там сходы, там круг атаманов и так далее. Вот там на Урском районе убивает казаков, вырезает семьи. Вот. Это сразу нам напоминает, потому что мы уже имеем горький опыт, как там опять начинали бомбить, там летать самолеты или там что-то очередное, когда хотят преподнести, значит, преподносят вот так. Поэтому мы взяли этот список, который нам принесли. Вот там написано: Петров там убит, там семья Сидорова вырезана там и так далее. Мы взяли этот список, пригласили начальника РОВД Наурского района, значит, поехали в Гюлегай, открыли этот список, взяли с собой атамана Наурского района, значит, и говорим: вот Петров, вот здесь написано, что он убит, который преподносит в Ставропольском, там, в Краснодарском крае казакам, вот. А он живой. Вот атаману Наурского района живой, он говорит, живой. А вот здесь написано там Сидоренко там убит, а он ранен там, и так далее. Видите? То есть явно там видно, что это специально делается. Поэтому мы боимся, что до выборов могут быть провокации. Главное, чтобы выборы состоялись. После выборов власть, президент наведет здесь порядок. И быстро. Никаких проблем я в этом не вижу. Потому что больше чеченцы воевать не хотят. Тем более между собой. Не будет ни таджикского варианта, ни афганского варианта. Значит, люди устали. Люди хотят спокойствия. Мечтают и военные, которые вчера воевали, и весь народ. Поэтому, как бы не хотели натравить нас друг против друга, этого не получится. Здесь еще. Да, еще один вопрос. Насчет обмена пленными, каких принципиальных соглашений достигли Махашев и Куликов в Москве? Могут ли быть приняты в ближайшее время, в ближайшие дни конкретные меры по освобождению пленных как чеченской, так и российской стороны? Я после этого не встречался с Махашевым, с Казбековым, он должен с ним в ближайшее время встретиться. Значит, но в этом вопросе обмен военнопленных и лиц насильственно задерживаемых у нас принципиальная позиция. Я об этом говорил во время последней поездки в Москву, встречи с Черномырдиным, что как таковой обмен мы произвели по принципу всех на всех. Значит, следующий наш шаг, значит, без всяких условий Россия должна нам предоставить право, значит, проверять во всех местах заключения и так далее. Значит, те, которые каким-то образом в ходе этой войны, особенно после 11 декабря 1994 года, задержаны или им приписывают какую-то статью, находятся в местах заключения, мы должны иметь право потребовать этих людей. А те военнослужащие российской армии, там, и дезертиры, и те, которые в плену оказались, которые могут быть в отрядах или там, населенных пунктах, значит, имея какую-то определенную информацию, мы их будем передавать без всяких условий.
при всяких условиях. Вот примерно такая договоренность. Комиссия, конечно, будет работать и год, 2, и 10, и 20, пока, значит, с этим вопросом, потому что 1470 человек, наших товарищей, сегодня неизвестна судьба этих людей. Вот, они погибли, или там в местах заключения, или в плену, и так далее. Значит, соответственно, родственники, матеря ищут этих людей, они будут искать их, остановить невозможно, потому что мать есть мать. И мы будем всячески им помогать и ставить этот вопрос. Можете вы сказать, где конкретно содержатся чеченцы, арестованные с 11 декабря 1994 года? Я не могу сказать, где они именно содержатся, но у нас есть определенные такие вот информация, имеется такая информация, которая говорят, что есть такое. Вот, например, на блокпосту задержали человека. Знает, что задержали именно на этом блокпосту. Он оказался в каком-то фильтрационном лагере, допрашивал такой-то след. И исчез человек, нету его. Понимаете? И у нас есть данные, что им приписывали какую-то статью там, за ношение оружия и так далее, и судили по законам Российской Федерации. И, по всей видимости, наверное, где-то в местах заключения, возможно, есть наши соотечественники. И мы будем требовать этих людей. Пресс-служба комитета матерей Ингушетии. Лейла Цароева. У меня вот такой вопрос. Общественные организации женские Ингушетии, давно занимающиеся проблемами поиска без вести пропавших и погибших, еще начиная с 1992 года, имеют определенный опыт работы и хотели бы задать вам вопрос. Если вы станете президентом, могли бы ли вы разрешить общественным женским организациям заменить в том или другом случае мать, чтобы из далеких уголков России не выезжали матери, которые так или иначе будут ездить, и с плененными ребятами поддерживать мы могли бы вместо матери связь с вами, чтобы не утруждать вашу работу и мать, которая должна далеко выехать. Могли бы ли мы с вами общаться и по мере возможности освобождать этих ребят без всяких условий? И могли бы ли вы поверить нам, что мы будем заниматься и занимаемся поиском наших чеченских, ингушских, пропавших без вести по тюрьмам России и в местах захоронения? Я хорошо знаю вашу организацию, много раз с вами встречался. Значит, не то, что мог бы обязательно, значит, такое право будет предоставлено, значит, и оказана всяческая помощь в этом, потому что ни одна российская мать не может упрекнуть меня в том, что я где-нибудь, когда-нибудь там делал какие-то препятствия розыска своих сыновей. Все российские матеря со мной прошли по всем этим тропам войны, вы это хорошо знаете. Вот. И сегодня, если действительно вы замените эту несчастную мать, окажете ей помощь, они вам будут благодарны, мы будем оказывать вам всяческое содействие. Второй вопрос, если можно. По идентификации трупов, по вопросам опознания матерями детей, в Ростове у меня была встреча с полковником Щербаковым и с его командой. Есть такое предложение, вот ваш пресс-секретарь доведет до вашего сведения кассету, которая сегодня утром полковник Щербаков обратился к вам в кассете лично, я могу ее сейчас и включить, если это журналистов интересует, с просьбой предоставить лично от Министерства здравоохранения, если оно есть в Чеченской Республике, вами лично, вашей командой, человек 4-5 врачей, желательно тех, которые имеют опыт судебной практики, судебно-медицинской практики, для того, чтобы проводить совместные работы по идентификации трупов, как чеченской национальности, так и русских. Вот в этом направлении у вас имеются уже определенные наметки, или вы могли бы взять на вооружение эту информацию и развивать ее? Значит, обязательно
такое право будет предоставлено, эти люди будут назначены. У нас есть такие люди. Я еще раньше просил даже сюда привезти лабораторию с Ростова, значит, по опознанию трупов. Но по сегодняшний день такие, по-моему, не решились, и военные. Я к Суховиченко много раз обращался по этому вопросу. Поэтому будут такие люди назначены, у нас такие специалисты есть, они будут работать. Никаких препятствий тоже в этом не будет. Спасибо, женщины Ингушетии, желает вам удачи в выборах. Спасибо. Так, на Блиц, наверное, еще пару вопросов. Так, кто? Хатинарикам Голландское радио. Сколько военных пленных сейчас в Чечне, российских солдат? Вы знаете, потому что Ковалев сказал 73. Это так много? Значит, это неправильная информация. Значит, у нас за все время этой войны не было ни фильтрационных, ни концентрационных лагерей. Только в одном месте в районе Бамут было место содержания, то есть как бы в одном месте держали военнопленных. А так все эти военнопленные, они прошли значит, с этими командирами, с бойцами, вместе с ними жили, вместе с ними спали, вместе с ними воевали, с ними сдружились, обнимались, вот, были как бы своими. Вот. Потом, правда, мы последний раз их собрали с этих отрядов, там, передавали. Поэтому я думаю, что нет этих столько человек у нас, 73 человека. Значит, я не исключаю, что да, есть там в разных населенных пунктах, в разных отрядах, может быть 1, 2, 3, 4, там несколько человек, которые мы не передали, еще не успели передать. Значит, если будет такая информация, где-то там находится там, Петров или Сидоров, значит, мы будем их возвращать без всяких условий. А так, где-то, чтобы мы в одном месте держали, 73 человека, я не знаю такое место. Спасибо. А можно еще вопрос? И признает, значит, нам главное провести эти выборы, демократические, свободные выборы, предоставить право народу сделать свой выбор. Вот. Поэтому сегодня я еще раз говорю, по всей видимости, наверное, в России определенные круги России ищут всяческие причины, чтобы не признать эти выборы. Вот. Я думаю, что мы не предоставим никаких поводов, которые не признали. Будем делать все возможное, чтобы были здесь и наблюдатели, и представители ОБСЕ. Кто захочет, может там участвовать, наблюдать, вот, и так далее. Насчет беженцев, да, у нас есть определенные опасения в том, что когда средства массовой информации заявляют, что 350 человек проживают чеченцев за пределами нашей республики, а 350 тысяч человек проживают за пределами нашей республики, а всего там будет голосовать 450 тысяч, это почти 60-70%. Боимся, что кто-то может на этом сыграть, поэтому сказали, что выборы будут проводиться на территории Чеченской Республики. Все, кто желает, хочет участвовать, может, имеет возможность, пускай приезжает и участвует на этих выборах. Поэтому максимально мы предоставим такую возможность, мы уже ведем такие переговоры с руководителями республики, Ингушетии, Кабарды, Ставрополья, Дагестана. Значит, оказали помощь там, автобусами, транспортом, чтобы могли доставлять этих людей на ближайшие пункты, чтобы они могли голосовать. Спасибо большое. Спасибо.